Буайсер Сайтиев убит Россией ФСБ. Щит Кавказа против Палестины 2:0. 2 марта 2025 года в московской больнице ушел из жизни Буайсер Сайтиев. Трехкратный олимпийский чемпион, легенда спорта, символ чести и силы. Его имя гремело по всему миру, прославляя Чечению и Россию. Он был человеком, которого уважали за несгибаемый дух, преданность своему делу и глубокую человечность. Его смерть не просто утрата, это трагедия, которая скрывает за собой зловещий сигнал. Он был родом из Хасавюртовского района, ныне Дагестана, Ауховский район, где проживают чеченцы. Это тот самый район, который сейчас Россия и ФСБ пытаются превратить очаг конфликта в центр начала создания Палестины 2:0. В глазах Кремля Буайсер совершил одно единственное преступление. Он не стал частью их плана. Он не подыграл и, вероятно, не собирался молчать. История учит, Кремль не терпит тех, кто может стать угрозой его замыслов, даже если они молчат. А замыслы эти чудовищны для всего Кавказа. Москва готовит новый ад. После разгрома Хамас в Газе Кремль переправил уцелевших своих боевиков на Кавказ, чтобы разжечь там вечный пожар. Проект Палестина 2:0 – это план превращения Чечении, Дагестана, Ингушетии и всего региона в зону непрекращающегося террора, этнических чисток и войны против влияния США и Великобритании. Россия стремится создать управляемый хаос, подобный ближневосточному, чтобы держать Кавказ в крови и использовать его как инструмент давления на соседей и Запад. Буайсер Сайтиев, вероятно, понимал это. Он не лез в политику, не выступал с трибун, не раздавал манифесты. Но его авторитет, его голос могли бы стать решающими, если бы он решил заговорить. И, судя по всему, он категорически отверг предложение Кремля и ФСБ стать частью их игры, о которой мы уже несколько лет предупреждали, что на Кавказе пытаются создать Палестина 2:0. И теперь мы понимаем, что этот план реализуется, и очаг начинается вот с того места, откуда был родом Буайсер Сайтиев. И Москва не стала ждать, пока он нарушит их планы. Его убили. И я лично в этом нисколько не сомневаюсь. Буайсер Сайтиев был братом по духу спортсменам, многим спортсменам. Я обращаюсь к ним, вы его товарищи, борцы, тренеры, журналисты, политики. Многие люди дружили и уважали его, знали его не понаслышке. Он был вашим наставником, легендой ковра, человеком, который поднимал флаг России на пьедесталах мира, заставляя ваши сердца биться от гордости. А теперь его нет. 49-летний, здоровый, сильный, полный жизни боец не уходит просто так. Вы, кто тренировались с ним плечом к плечу, кто делил с ним пот и победы, понимаете, это не случайность. Это удар в спину. Сегодня убрали Буайсера, завтра под видом несчастного случая или внезапной болезни придут за любым из вас. Вы его братья по спорту, не молчите. Если в вас жива честь, если вы смели называть его другом, встаньте за правду. Мы не зовем вас на баррикады, мы требуем ответа. Громко требуйте независимого расследования. Не дайте его смерти раствориться в тишине. Молчание – это предательство. Предательство его памяти, его силы, его борьбы. Предательство, которое ввергнет весь Кавказ на долгие десятилетия в ад. Смерть Сайтиева не локальная трагедия.
это предупреждение. Кремль десятилетиями разжигал войны на Ближнем Востоке, а теперь переносит этот сценарий на Кавказ после позорного поражения своих миньонов в секторе Газа. Палестина 2.0 – это не метафора, а план, о котором мы предупреждали на протяжении нескольких лет. Зона террора, подконтрольная Москве, чтобы дестабилизировать регион и бросить вызов Западу на Кавказе. Сегодня Запад заходит в Грузию, Армению, Азербайджан, укрепляет свое влияние. Но если сейчас не остановить Россию, если закрыть глаза на происходящее, завтра этот пожар перекинется на весь регион. Мы призываем США, Великобританию, Европейский Союз не оставлять без внимания убийство Буайсера Сайтиева и попытку Москвы создать на Кавказе Палестину 2.0. Мы требуем реакции, мы требуем международного расследования. История запомнит Буайсера Сайтиева. Пусть его имя станет символом борьбы против террора, против геноцида, против уничтожения Кавказа. Пусть его имя станет щитом Кавказа. Буайсер Сайтиев останется в истории не только чемпионом, он останется символом сопротивления злу. Мы называем это щит Сайтиева. Стойкость перед лицом тирании. Пусть его имя станет напоминанием тиранам и надеждой для тех, кто борется за свободу. Мы скорбим вместе с его семьей, друзьями, коллегами. Его жизнь была подвигом, а смерть вызовом. Human Rights Center Ичкерия обращается ко всем, не молчите. Правда наше оружие, Кремль боится ее больше всего. Дал газат обал дуэль Буайсерен. Дал иман собор лойт цун гергалчнаган, цун бишчилнаган. Дал детл дуэль цун да нана ишткант киуард. Аслан Арцуев, председатель Human Rights Center Ичкерия, Германия, 3 марта 2025 года.